Здравствуйте, дорогие десятиклассники! Представляю вам телеурок русского языка в 10 классе. Ребята, обратите внимание, что вы будете делать на этом уроке. Ребята, что такое наречие, вы знаете уже с 7 класса. Давайте немножко повторим. Наречие – это неизменяемая часть речи, которая обозначает признак действия. Вам уже знакомы вопросы наречия. Оно отвечает на вопросы «где», «куда», «откуда», «как», «почему», «зачем». Рассмотрим примеры. Наречию задаем вопросы от глагола. Танцевать как? Красиво. Танцевать где? Здесь. Танцевать когда? Сегодня. Основная отличительная черта наречий – это ее неизменяемость. И вы знаете, что наречия в предложении являются всегда обстоятельствами. Ребята, сегодня будем говорить о наречиях. Тема нашего урока – образование наречий от прилагательных. Сравните два словосочетания. Танцевать красиво, платье красиво. Обратите внимание на слово красиво. В одном случае красиво является наречием, отвечает на вопрос как. В другом слово красиво отвечает на вопрос «каково» и является краткой формой прилагательного. Ребята, существует два способа образования наречий от прилагательных. Это суффиксальный и приставочно-суффиксальный. Итак, наречие образуется от прилагательных при помощи суффикса «о». Например, перед нами прилагательное «хороший». К основе прилагательного добавляется суффикс «о». Таким образом, образовалось наречие «хорошо». Задаем вопрос «как?». Ребята, не путайте наречия с краткими формами прилагательных. Рассмотрим краткую форму прилагательного «хороший» в среднем роде. «Хорошо». Задаем вопрос «каково?» имеет окончание «о». Попробуем образовать наречия от прилагательных смелый, теплый, прямой, горячий, простой. Обратите внимание, взяли только основу прилагательных смел, тепл, прям, горяч, прост. Попробуем ко всем этим основам добавить суффикс «о». Образуются наречия смело, тепло, прямо, горячо, просто. Прочитаем предложения, где есть наречия с суффиксом «о», образованные от прилагательных. Сделал дело, гуляй смело. Гуляй как? Смело. Это наречие. Иногда они довольно горячо спорили между собою. Спорили как? Горячо. Наречие горячо образовано от прилагательного горячий при помощи суффикса «о». Александр крепко пожал мне руку и тепло улыбнулся. Ребята, в этом предложении два наречия. Пожал как? Крепко. И улыбнулся как? Тепло.
Ребята, кроме суффикса «о», наречия могут образоваться от прилагательных при помощи суффикса «е». Например, лучший – лучше, жаркий – жарче, яркий – ярче, искренний – искренне, низкий – ниже. Прочитаем предложение. Звери гораздо лучше человека чуют, откуда идет огонь. Наречие лучше. Голос его звучал искренне. Наречие искренне образовано от прилагательного искренний при помощи суффикса «е». Прочитаем еще одно предложение. Солнце палило все ярче, а на небе не облачко. Наречие с суффиксом «е» – это слово «жарче». Ребята, давайте теперь рассмотрим приставочно-суффиксальный способ образования наречий от прилагательных. От основы прилагательного «правый» образовалось наречие при помощи приставки «в» и суффикса «о» «вправо». От прилагательного «новый» образовалось наречие «заново». В этом наречии приставка «за», суффикс «о». Вечный – навечно. Наречие образовалось при помощи приставки «на» и суффикса «о». Ребята, обратите внимание на очень важный момент. Запомните, что в наречиях с приставками «в», «за», «на» пишется суффикс «о». От прилагательных могут образоваться наречия с суффиксом «а». Например, давний при помощи приставки «из» и суффикса «а» образуется наречие издавна. Высокий – свысока. В этом наречии приставка «с», суффикс «а». Поздний – допоздна. Как вы уже заметили, наречие допоздна образовалось при помощи приставки «до» и суффикса «а». Обращаю ваше внимание на еще один важный момент. Запомните, что суффикс «а» пишется в наречиях с приставками «из», «с», «до». Рассмотрим еще один способ образования наречий от прилагательных. Важную роль играют приставка «по» и суффиксы «ому», «ему». Например, хороший – по-хорошему, добрый – по-доброму. Возможен и такой вариант. Приставка «по» и суффиксы «и», мягкий знак «и». Например, хозяйский – по-хозяйски, волчий – по-волчьи. Обязательно запомните правописание таких наречий. Приставка «по» во всех этих случаях пишется через дефис. Прочитаем предложение. Вы сможете заново пережить взлеты и падения. Наречие «заново» образовано от прилагательного «новый» с помощью приставки «за» и суффикса «о». Сергей смотрел на своих сокурсников свысока. Наречие свысока. Парень по-хозяйски уселся на одном из столов и улыбнулся. Наречие по-хозяйски. Приставка «по» и суффикс «и». Обратите внимание, что приставка «по» написана через дефис. Это обязательное правило. Ребята, на этом основная часть нашего урока подошла к концу.
пришло время закрепить пройденный материал. Для этого нам нужно выполнить несколько заданий по данной теме. Выполним упражнение 8. Прочитаем условия. Перепишите, раскрывая скобки. Ребята, проверьте себя. В городе было не по-праздничному тихо. По-праздничному пишем через дефис, потому что это наречие. В городе было как? Не по-праздничному. Приставка «по» и суффикс «омо». По праздничному городу гуляла молодежь. По праздничному пишем раздельно. В этом предложении «по» – это предлог, праздничному – это прилагательное. Отвечает на вопрос: по какому городу? По праздничному. Хаджи Мурат немного понимал по-русски, но не мог говорить. По-русски пишется через дефис. Это наречие. Бывший одноклассник встретил меня по-приятельски. По-приятельски отвечает на вопрос: встретил как? По-приятельски. Значит, это наречие. Солнце светило не по-весеннему, а по-летнему. Слова по-весеннему и по-летнему являются наречиями. Отвечают на вопрос «как?». Поэтому наречие с приставкой «по» пишем через дефис. По летнему полю то там, то здесь пестрели цветы. По летнему полю прилагательное отвечает на вопрос «по какому?». Губы его дрожали мелко, по-заячьи. Зададим вопрос: губы дрожали как? По-заячьи. Это наречие. Охотники шли по волчьим следам. По волчьим – это прилагательное. Отвечает на вопрос, по чьим следам охотники шли. Поэтому «по» пишется раздельно. Выполним следующее задание. Вставьте пропущенные буквы и объясните их правописание. Ребята, проверьте себя. Шагнуть влево. Вставили суффикс «о», потому что приставка «в». Обгонять справа. Ребята, здесь мы напишем суффикс «а», потому что стоит приставка «с». Уйти засветло. Суффикс «о». Вытереть досуха. Суффикс «а», потому что наречие с приставкой «до». Запомнить надолго. Суффикс «о», приставка «на». Приходить изредка. Пишем суффикс «а», потому что приставка «из». Ребята, выполним еще одно задание. Условие. Прочитайте предложение. Определите, чем являются выделенные слова – наречием или прилагательным.
Он пытался приготовить шашлык по-кавказски. По-кавказски – это наречие. По весеннему небу где-то очень высоко плыл самолет. Выделено слово «по-весеннему». Это прилагательное, отвечает на вопрос «по какому небу?». Мальчик выглядел спокойным, хотя руки слегка дрожали. Наречие «слегка». Когда дерево начинает цвести, оно удивительно красиво. Выделенное слово «красиво» является краткой формой прилагательного. Оно стоит в среднем роде. Эту повесть я начинал много раз, бросал и начинал заново. Выделенное слово «заново» является наречием. Следующее задание. Прочитайте, выпишите предложения с наречиями, образованными от прилагательного. Выделите наречия, задайте к нему вопрос. Чтоб только время проводить, сперва задумал наш Евгений порядок новый учредить. И в голос все решили так, что он опаснейший чудак. Ей рано нравились романы, они ей заменяли все. Кокетка судит хладнокровно, Татьяна любит, не шутя. Ребята, проверьте себя. Выписали предложения с наречиями, образованными от прилагательного. Чтоб только время проводить, сперва задумал наш Евгений порядок новый учредить. Наречие «сперва». Ей рано нравились романы, они ей заменяли все. Нравились когда? Рано. Это наречие. Кокетка судит хладнокровно. Татьяна любит, не шутя. Судит как? Хладнокровно. Это наречие. Выполним упражнение 12. Продолжите по образцу. Ежедневные тренировки. Тренироваться ежедневно. То есть от прилагательного вы должны образовать наречие. Систематические тренировки, своевременный подход, частичная изоляция, периодические колебания, четкое произношение, правильный ответ. Ребята, давайте проверим себя. Систематические тренировки. Тренироваться систематически. Своевременный подход. Подходить своевременно. Частичная изоляция. Изолировать частично. Периодические колебания. Колебаться периодически. Четкое произношение. Произносить четко. Правильный ответ. Ответить правильно. Ребята, давайте подведем итоги урока. Узнали о способах образования наречий от прилагательных. Выработали навыки по правописанию наречий. А также расширили знания о наречии как части речи. Ребята, запишите домашнее задание. Письменно выполнить упражнение 13, а следующее упражнение выполнить устно. И обязательно повторите пройденный материал.
Ребята, на этом я завершаю урок. До следующих встреч!